Оспаривать пальму первенства на чемпионате по вольной борьбе вышли около 400 спортсменов со всех уголков России. Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Республика Коми, Якутия, регионы СКФО. Одна из первых встреч – весовая категория 61 килограмм. Вячеслав Ефремов, Якутия, против борца из Республики Тыва. Эта встреча спортсменов в красном далась с большим трудом. Его соперник не раз делал подсечки, пытаясь провести бросок. Но все же в этой схватке победил опыт Ефремова. Дома готовился. 3 сбора прошли дома. Все было хорошо, без травм, без чего. Прошел отличный сбор. Сейчас выиграл 4-2 похода. Тяжелая схватка. Первая схватка тяжелая бывает всегда. Публика активно поддерживает спортсменов. Ислам Дудаев выходит против Рустама Ампара. Эти борцы уже встречались на ковре 2 года назад. Тогда на Кубке главы Чеченской Республики Ислам отдал победу сопернику. Но благодаря усиленным тренировкам исход схватки в пользу борца в красном. Готовился месяц Рамадан. Обычно сильно не тренируюсь, пока вечером одну тренировку только. Конечно, соперник был сильный. Чемпион Еригинского турнира. Серьезно настроился. Но в конце схватки устали очень. Вначале выиграл схватку, в конце выдохнулся полностью. И все. Еще одна схватка, наблюдая за которой у зрителя захватывает дыхание. На ковре 2 чемпиона. Чемпион Европы 2016 года Хаджимурат Рашидов против чемпиона СКФО Шамиля Гусейнова. Для спортсменов важно набрать большее количество очков. Здесь все зависит не только от грамотного проведения приема, но и от везения. Вот и первая горечь поражения. Соперничество на ковре не шуточная весовая категория 70 килограмм. Мастер спорта Абуталим Гамзаев против спортсмена северной столицы. Небольшое знакомство, далее атака и бросок. Абуталим выбивается вперед благодаря техническому превосходству. Соревнования проходят на высшем уровне. Зал прекрасный, ковер хороший. Готовился у себя в Махачкале, сборы были в ЦОПе. Вот, как видите, подготовился. Строгая судейская коллегия внимательно следит за ходом каждой схватки. Любят здесь борьбу, полный зал народу. Это, конечно, очень сильно тоже радует. Ну, а так все, то, что у вас есть главный организатор Адам Барахоев. Я когда-то с ним тренировался, что-то ему показывал, когда он был маленький еще тоже. Вместе занимались. Я думаю, он постарался и сделал все возможное, чтобы эти соревнования прошли очень хорошо на высоком уровне. Чтобы попасть на этот праздник спорта, в Ингушетию съехались болельщики со всей России. А билеты еще раскупились за несколько дней до начала чемпионата. Приехали поболеть. И это юбилейный турнир, тем более первый проходит Ингушетии. Красивое место, вообще шикарное. Вот все условия созданы. Приехали болеть, конечно, в первую очередь за своих земляков. Хаджимурат Рашидов, Муршид Муталимов. Они, вообще за хороших борцов. Организация, безусловно, вообще великолепна. Ребята постарались, им огромное за это спасибо. Отъезд, проезд, проживание, размещение, аккредитация. Вот комфортно всем спортсменам, тренерам, участникам. Это самое главное, чтобы они не распылялись, там, не нервничали, именно настраивались на борьбу. А для этого организаторы сделали все максимально удобно и комфортно. Молодцы, постарались ребята. Хочу пожелать ребятам удачи, здоровья. Без удачи в спорте очень тяжело. Это им сегодня не помешает, необходимо. И пусть победит сильнейший. Будем болеть. Подготовка прошла нормально. Последний сбор был такой чисто. Контрольные схватки были. Поэтому подошли нормально. Все лидеры у нас в хорошей форме. Единственное, из-за поста чуть-чуть сложнее было тренироваться, поэтому легкие тренировки были, щадящие. Ну так, в принципе, ребята нормально подошли. Организация турнира, размещение, все нас устраивает. Надеемся, что для дагестанской сборной этот чемпионат будет удачным. Организация, в общем, на очень высоком уровне, прямо начиная с заездов, заходишь в зал, рассаживания, все очень безопасность, очень высокий уровень, я скажу даже, вот мы были буквально
месяц тому назад на чемпионате Европы, да, ну далеко не тот уровень был там, чем здесь. Очень хороший подход, очень, вот прям я думаю, вот даже на трибунах сидишь и болельщики все перед собой переговариваются, насколько все хорошо организовано. Спорткомплекс очень просто компактный, вместительный. И, ну, я думаю, многим регионам стоит позавидовать такому спорткомплексу. Все компактно, заходишь, начиная прям где у нас аккредитация, все там как-то вот, ну, с расположением. Ну, просто, ну, на самом деле, вам можно позавидовать, что у вас в регионе такой шикарный спорткомплекс. Я, во-первых, хочу поблагодарить организаторов за прекрасный спортивный праздник, поздравить Республику Ингушетия с 25-летием, с юбилеем. Хочу пожелать мира, процветания. А то, что касается борьбы, такой хороший импульс сначала, как бы хороший. Я думаю, что до конца тоже они будут радовать, ребята, нас всех своими успехами. Хочу пожелать успехов. Чемпионат России по вольной борьбе – это первый шаг в формировании состава сборной страны для участия в летних Олимпийских играх, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио. Так что старт, данный в Ингушетии для лучших из лучших, станет золотым билетом в историю мирового спорта. Руслан Илбгачиев, Адам Далаков, Новости 24.